Рахмат, жақсы, бәрі жақсы, рахмат. Добрый вечер. Здравствуйте. Кутмангейч. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ғой. Дорогие друзья, добро пожаловать. Еще чуть-чуть давайте подождем. Друзья присоединяются. Буквально в течение минуты сейчас начнем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Саламат спэм. Рахмат. Саламат здоровья. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Саламат спэм. Рахматчу. Мен деле аябай кубанычтамын. Чоң рахмат. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, если позволите, тогда начнем прямой эфир. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Целью сегодняшнего прямого эфира является доведение до вашего сведения информации о проделанной за последние 2 года работы на посту министра иностранных дел Кыргызской Республики. Соответствующее обещание я вам давал буквально недавно в соцсетях. Постараюсь сегодня вкратце информировать вас о проделанной работе, о пройденных шагах совместно с моими коллегами, о достигнутых результатах, о запланированных мероприятиях и направлениях. Прежде позвольте вкратце вас проинформировать о профессиональной деятельности моей. 22 года работаю на дипломатическом поприще, в различных государственных учреждениях работал, на различных государственных должностях. В 1998 году поступил в систему Министерства иностранных дел в качестве стажера. Прошел все ступени дипломатической службы в Министерстве иностранных дел. С 2010 года начал работу в аппарате президента Кыргызской Республики, в Джорку Кенейше, в аппарате, в отделах, ведущих внешнеполитическими вопросами. С 2016 года я был назначен послом Кыргызской Республики в Японии. В этой стране мы совместно с нашей небольшой командой проделали, мне кажется, очень большую качественную работу. Эту работу мы делали ежедневно, не покладая рук. В итоге мы смогли достичь активизации двусторонних отношений по большому кругу вопросов в комплексе. И в качестве примера я хотел бы вам сообщить, что мы проводили анализ до 2016 года на территории Кыргызской Республики. Не было крупных, средних компаний Японии. В основном это были представители либо по линии JICA, по линии проектов, которые реализовывала эта организация в Кыргызской Республике, либо по линии проектов, которые были реализованы при финансировании правительства Японии. Постепенно
с 2016 года на территории Кыргызской Республики начали появляться японские компании, среди которых одна крупная компания, которая пришла на финансовый рынок нашей страны. Эта компания выкупила контрольный пакет акций коммерческого банка в Кыргызской Республике и на сегодняшний день очень успешно работает в этом банке. Другая компания занимается вопросами предотвращения природных катаклизмов, реализовывает качественную инфраструктуру, инфраструктурные проекты. В Кыргызской Республике эта компания открыла свое представительство. И очень важно, что в это представительство они берут наших граждан, высококвалифицированных, образованных, с высшим образованием. И в основном это инженеры, направляют своих сотрудников в различные государства в рамках выполняемых проектов по линии этой компании. И самое главное, все доходы, которые эта компания получает, она выплачивает в качестве налоговых отчислений в наш республиканский бюджет. Другая компания также занимается вопросами финансового сотрудничества. Есть компания, которая занимается технологиями блокчейн. Она хочет работать на территории Кыргызской Республики. В последнее время у них возникли некоторые вопросы, связанные с постоянным стабильным обеспечением электроэнергии. И здесь на сегодняшний день ведутся соответствующие переговоры с компетентными органами. Очень надеюсь, что эта компания сможет совместно с нашими компетентными органами выйти на положительное решение этих вопросов. Очень важно, что с 2016 года по 2019 год на территорию Кыргызской Республики от японской стороны поступило, я особо хочу обратить внимание, более 75 миллионов долларов США в качестве грантовых средств. Помимо этого, в нашу страну поступили прямые частные инвестиции с территории Японии в объеме более 7,8 миллионов долларов США. И эти средства на сегодняшний день успешно реализовываются в качестве инвестиционных проектов на территории Кыргызской Республики. Также у нас есть компания, которая занимается отправкой наших граждан на территорию Японии для работы в туристической отрасли. И, безусловно, все вот эти проекты, которые были последовательно реализованы совместно с японской стороной, они значительно активизировали наше сотрудничество с этой страной. С 2018 года я был назначен на пост министра иностранных дел Кыргызской Республики. За 2 года совместно с нашей командой дипломатов профессиональных, мы последовательно, прагматично реализовывали внешнеполитический курс нашей страны. И здесь, конечно же, были достигнуты существенные результаты, о которых я в рамках сегодняшнего прямого эфира постараюсь вам вкратце описать, не уходя в детали, потому что это отнимет очень много у нас с вами времени. Здесь я хотел бы в первую очередь отметить то, что в период моей работы в качестве министра иностранных дел я очень тщательно наблюдал за комментариями в рамках социальных сетей, и очень многие из вас задавались вопросом, или определенная часть общества задавалась вопросом, чем занимается Министерство иностранных дел, каковы его функции, какова миссия Министерства иностранных дел. И я хотел бы отметить, что в целом Министерство иностранных дел, если говорить очень просто, оно занимается защитой
и продвижением государственных интересов на международной арене, последовательно реализовывая внешнеполитический курс в рамках двусторонних отношений, в рамках многостороннего формата взаимодействия. И, безусловно, по каждому вопросу, по каждому направлению проводится тщательная, очень глубокая аналитическая работа. Проводится также в рамках нашего законодательства, в рамках нормативно-правовых актов работа по согласованию позиций. И эта работа, она занимает определенное время. Здесь я что хотел отметить, что практически изначально, придя на должность Министерства иностранных дел, на должность министра иностранных дел, я задался вопросом, по каким направлениям мы будем активно развивать сотрудничество, какую будем проводить политику, на какие направления делать особый акцент. И в рамках этой работы мы по каждому направлению создавали специальные группы, которые проводили исследования, глубокий анализ, и по итогам этого мы принимали взвешенные решения. На основе принятой стратегии по конкретным направлениям проводилась последовательная, продуманная работа. И здесь я хочу выделить сразу же тот момент, что мы с командой подготовили проект концепции внешней политики Кыргызской Республики, который был согласован с правительством Кыргызской Республики, с соответствующим комитетом Джорху Кенеша Кыргызской Республики, и в дальнейшем он был утвержден президентом Кыргызской Республики. Это основная канва, на которую мы опирались и которой мы руководствовались. В рамках проведения внешнеполитического курса очень большое внимание лично я уделял вопросам проведения взвешенной, сбалансированной кадровой политики в Министерстве иностранных дел, потому что от кадровой политики, от качественного состава зависит качественная работа в целом внешнеполитического ведомства. И второе направление, это была принципиально моя позиция, борьба с возможными потенциальными проявлениями коррупции в системе Министерства иностранных дел. И мне кажется, мы смогли достичь реальных результатов на этом направлении. В частности, мы провели в Министерстве иностранных дел, в департаменте консульской службы большие реформы, которые позволили нам максимально снизить проявление коррупционных механизмов, потому что это единственный департамент, который, и главный департамент, который взаимодействует с населением, с нашими гражданами за рубежом. Мы также ввели полностью электронную визу, так называемую Е-визу. Она на сегодняшний день очень эффективно функционирует. Когда, кстати, я пришел на должность министра иностранных дел, процесс выдачи визы занимал иногда 7-10 дней. Надо быть откровенно, и даже и 20 дней, иногда и 30 дней эта процедура занимала, и это все было искусственно затянутые процедуры согласования. Но это связано было не с тем, что Министерство иностранных дел держало, есть нормативные акты, регулирующие этот вопрос, и в рамках этого механизма идет непосредственно согласование с компетентными органами. Мы проанализировали проблемы, которые у нас возникли на этом направлении. Я, кстати, как пришел на должность министра иностранных дел, создал отдельную группу по внешнеэкономическим вопросам. И в эту группу мы включили представителей всех отраслевых экономических ведомств страны в лице заместителей руководителей этих министерств и ведомств. С одной стороны, это было представительство государственных органов, я возглавил эту рабочую группу.
А с другой стороны, мы приглашали на консультации, на заседания представителей бизнес-ассоциаций Кыргызской Республики и бизнесменов. Мы разделили эту работу на две части. Первая часть — это была работа, связанная с продвижением инвестиций, с продвижением произведенной на территории Кыргызской Республики продукции, с продвижением нашего туристического потенциала. И, кстати, по туристическому потенциалу мы создали отдельную группу. Вот с этой группой целевой мы работали по снижению коррупционных рисков в системе Министерства иностранных дел. Мы провели более 5 совещаний с этой группой, связанной с туристической отраслью. И первое заседание мы провели в декабре 2018 года. В течение 2019 года мы проделали большую работу. В итоге на 6-м заседании этой рабочей группы я отчитался перед нашими представителями туристической отрасли, перед компаниями, представителями этих компаний, и доложился, что благодаря совместной работе нашей рабочей группы, благодаря поддержке президента и правительства Кыргызской Республики, мы смогли изменить законодательство. Было принято постановление правительства о внесении изменений в положение о визах, и таким образом мы конкретизировали период выдачи визы. 4 дня компетентные органы правоохранительные рассматривают заявки на получение, на выдачу визы. На 5-й день, если нету никаких принципиальных возражений, то представитель департамента консульской службы обязан выдавать визу, электронную визу гражданам иностранных государств. У нас, я извиняюсь, небольшие заминки произошли по линии Instagram. Сейчас мы подключим наших коллег, наших друзей, что-то со связью. Так, вот мы подключаемся опять в Instagram, чтобы наши друзья не выпали из общего процесса. Я очень извиняюсь, прошу прощения, небольшие неполадки со связью. Все, вроде бы мы смогли восстановить связь в Instagram. Мы остановились на том, что процесс выдачи визы, он был конкретизирован. Мы убрали все шероховатости, возможности различного трактования в рамках выдачи визы. В течение 5 дней теперь государственные органы рассматривают вопрос о выдаче электронной визы. И на 5-й день наша система, Министерство иностранных дел, в обязательном порядке должно выдать эту визу, если нет принципиальных возражений у правоохранительных органов. Таким образом, мы убрали потенциальные возможности проявления коррупционных схем на этом направлении. Я еще раз хочу выразить благодарность и нашим представителям туристической отрасли, и нашим коллегам в правительстве, в компетентных органах, с которыми мы совместно провели вот такую большую качественную работу. Кроме того, мы смогли реализовать очень, мне кажется, большой проект. Это создание единого визового центра. Это большой центр, который мы реализовали, построили. И построили, я хочу обратить внимание, не взяв ни одного сома из бюджета Кыргызской Республики. Мы привлекли к реализации этого проекта нашего почетного консула Кыргызской Республики в Казахстане. Построили современный единый визовый центр, куда могут приходить как иностранные граждане, так и наши граждане, и получать качественную, своевременную, в очень сжатые сроки помощь, которую проводит наш департамент консульской службы. Я еще раз хочу поблагодарить нашего консула. Открытие мы провели в прошлом году, и он на сегодняшний день, этот центр, функционирует.
У меня в планах было создание такого же центра в нашей южной столице, в Аше. Очень надеюсь, что этот проект он будет реализован в Министерстве иностранных дел. Это, безусловно, поднимает и уровень обслуживания консульской службы, и авторитет нашей страны в лице иностранных граждан, которым все процедуры становятся намного проще. Также мы для удобства наших граждан за рубежом, вы знаете, к сожалению, не от хорошей жизни, наши соотечественники находятся за рубежом, работают там, и они сталкиваются с различными проблемами, и ранее эти проблемы они решались долго в силу отсутствия цифровизации всех процессов. И на этом направлении мы и наша команда проделала, мне кажется, очень качественную большую работу. Мы создали автоматизированную информационную систему по многим направлениям. Мы создали АИС гражданин, мы создали АИС ЗАГС, АИС паспорт, АИС консульский учет. Более того, есть потребность в создании еще других автоматизированных информационных систем. Мы начали их создавать с нашей командой, и они больше связаны не только с работой Министерства иностранных дел, но и с работой других компетентных органов, это в частности ГРЭС. И нам большую работу, помощь оказывал Инфоком. Сейчас эта работа продолжается, создается АИС нотариус, АИС водительское удостоверение, АИС истребования, АИС СВР. Вот по всему этому большому комплексу направлений наши граждане за рубежом могут получить в очень короткие сроки качественное обслуживание со стороны наших работников дипломатической службы, консульских пунктов. Мы также решили вопрос с правительством, внесли, утвердили постановление правительства. Теперь наши граждане за рубежом могут встать на консульский учет бесплатно. Мне кажется, это очень хороший шаг, который значительно облегчает жизнь нашим гражданам за рубежом. Более того, исходя из того, что в России очень много проживает наших граждан, мы согласовали с правительством, с президентом и открыли дополнительно 4 пункта. 4 консульских пункта в Российской Федерации, в городе Якутск, Иркутск, Сургут, Южный Сахалинск. И эти консульские пункты на сегодняшний день активно работают, оказывают качественные консульские услуги нашим гражданам. У нас также большое количество наших соотечественников в качестве туристов на работу выезжает в Турцию. И мы целенаправленно с турецкой стороной проводили переговоры. В результате этих переговоров в рамках моего официального визита в Турцию мы смогли подписать, мне кажется, очень важное соглашение в области визовых отношений. Ранее наши граждане для получения трудовой визы вынуждены были платить $283 США. На сегодняшний день, благодаря новому заключенному соглашению, наши граждане могут получить рабочую визу за $80. Мы также очень внимательно отслеживали обращения наших граждан за рубежом. Очень много поступало нам просьб об открытии наших посольств во Франции, наша диаспора обращалась, и в Италии. Вы знаете, что в Италии только в одном городе, в Неаполе, проживает более 5000 наших граждан. И для предоставления им консульских услуг ранее мы направляли наших консулов в Италию из Швейцарии. На сегодняшний день мы, благодаря тому, что открыли посольство, наш консульский работник, он предоставляет все услуги, уже непосредственно находясь в городе Рим. Либо, если это необходимо, по заявке он направляется в соответствующие города для встречи с нашими соотечественниками. Особое внимание я уделял кадровой политике.
Главным принципом была открытая, справедливая кадровая политика. Так как я прошел все ступени дипломатической службы Министерства иностранных дел, я видел все шероховатости на этом направлении. Поэтому с самого начала и в течение всего периода своей работы совместно с моими коллегами мы проводили очень сбалансированную кадровую политику, открытую, причем мы совещались по каждому направлению с соответствующими директорами департамента, соответствующими курирующими заместителями министра. Мы вели новую, открытую состязательную практику. В результате у нас в Министерстве иностранных дел за хороших дипломатов, за хороших сильных дипломатов последний год, это точно, у нас была целая соревновательная атмосфера, когда директора департаментов, они пытались перетянуть к себе возвращающихся дипломатов или переходящих из одной структуры в другую структуру. Это, безусловно, это большое достижение, по моему мнению, так как благодаря этому состязательному процессу отбираются лучшие кадры. И наши сотрудники, они увидели, молодежь, наши молодые дипломатические кадры, они увидели, что можно благодаря собственным усилиям, благодаря собственным знаниям, опыту, можно успешно продвигаться по служебной карьерной лестнице Министерства иностранных дел и достигать высот. Безусловно, это также сказывалось и на авторитете Министерства иностранных дел за его стенами. Я делал большой акцент на проведении открытого конкурса. В рамках открытого конкурса мы подбирали самых лучших кадров. И это мы осуществляли в рамках законодательства Кыргызской Республики. В систему Министерства иностранных дел на сегодняшний день можно попасть только через открытый конкурс. Мы специально разработали новое положение об открытом конкурсе. Правительство приняло постановление об открытом конкурсе. Теперь на сегодняшний день открытый конкурс мы проводим в 5 этапов. И самые лучшие кадры зачисляются в систему Министерства иностранных дел. Мы это сделали и в прошлом году. В этом году, я, кстати, хочу особо обратить внимание, мы объявили конкурс на 8 позиций в Министерстве иностранных дел. И на 8 позиций у нас было более 800 человек в качестве кандидатов на замещение вот этих вакантных должностей. После проведения конкурса, он у нас немного затянулся из-за пандемии, из-за ковида, но мы его довели до логического завершения и зачислили молодых ребят в систему Министерства иностранных дел. Я очень рад тому, что я успел подписать назначение наших молодых коллег в систему Министерства иностранных дел. Я хочу им пожелать больших успехов, здоровья, самое главное терпения и желание работать. Все остальное сложится, и можно достичь больших позиций. Я тому пример, я сам всего добивался, я поднимался по служебной лестнице последовательно и без связей сам достиг таких высот. Поэтому я вам того же желаю. Только благодаря состязательности, только благодаря хорошим, качественным кадрам, я думаю, не только система Министерства иностранных дел, но и в целом государственная система сможет обновиться и сможет реформироваться. Здесь нужно проводить очень большую работу. Кроме того, если говорить о достижениях, я хотел бы особо остановиться на экономической дипломатии. Экономической дипломатии я уделял очень большое внимание. Это было поручение и премьер-министра Кыргызской Республики, и президента Кыргызской Республики. Они очень сильно рассчитывали на то, что Министерство иностранных дел сможет сдвинуть вопросы, связанные с привлечением инвестиций, с продвижением на международный уровень производимой продукции, с
продвижением нашего туристического потенциала на международном уровне. И мы здесь создали, я думаю, очень хорошую, качественную, профессиональную команду в системе Министерства иностранных дел. Я создал отдельный департамент по экономической дипломатии. В него мы привлекли узкоквалифицированных специалистов из других министерств и ведомств путем перевода. Мы взяли в основном специалистов из Министерства экономики, из Министерства финансов. И на сегодняшний день эта команда, она показала свою результативность, особенно в период ковида, особенно в период пандемии коронавируса, о чем я сейчас хочу рассказать немного вам. Мы занимались вопросами привлечения инвестиций для реализации различных проектов. В первую очередь, это, конечно же, государственные проекты, но и в том числе большие проекты, которые с нами делились наши бизнес-ассоциации. Мы занимались продвижением нашей продукции на зарубежные рынки. Это очень серьезная, большая работа и непростая работа. К сожалению, экономика Кыргызстана за 30 лет, она у нас сложилась таким образом, что она у нас мелкотоварная. И когда наш производитель с хорошей качественной продукцией выходит на зарубежный рынок, он сталкивается с самой большой проблемой. Это объемы и качество. Объемы мы не выдерживаем конкуренции на международном рынке. И вот здесь мы работали над созданием торгово-логистических центров, над привлечением больших инвесторов, которые могли бы собрать вот этот воедино объем производимой продукции. У нас, конечно же, органической продукции очень много. Это наш конек. Мы известны на различных рынках. В последнее время и известны стали на дальних зарубежных рынках, в Европе, в Японии, в арабских странах. Но эти объемы, они незначительные. И потенциал у нашей страны на самом деле, дорогие друзья, я хочу особо обратить внимание, он очень большой. И наша страна может качественно сдвинуться вперед благодаря усилению нашего сельскохозяйственного потенциала. И он очень значительный. А международный рынок, он очень емкий, и мы можем отправлять в больших объемах производимую продукцию. Здесь, конечно же, надо будет качественно поработать. Мы на этом направлении работали совместно и с отраслевыми министерствами, ведомствами, и с агентством по продвижению и защите инвестиций, и с правительством. Была выработана матрица взаимодействия между МИДом и соответствующими министерствами и ведомствами. В итоге вот к началу этого года мы эту матрицу не только выработали, но и смогли ее согласовать. В этом году было запланировано очень большой массив различных мероприятий и визитов, благодаря которым планировалось привлечь очень большое количество инвестиций. Но мне кажется, даже в прошлом году мы смогли добиться очень хороших результатов. Факт – упрямая вещь. Если обратиться к фактам, то в прошлом году в соответствии с информацией, с данными нашего комитета по статистике, на территорию Кыргызской республики поступило 1 миллиард 700 миллионов прямых частных инвестиций. Эту планку мы достигли впервые за последние годы. Мне кажется, это большой, хороший результат. Кстати, он отразился и на росте нашего внутреннего валового продукта. И в этом году рост должен был быть, и он должен был продолжиться. К сожалению, коронавирус, он внес свои коррективы в жизнь не только Кыргызстана, но и многих государств. Но все это поправимо. Здесь нужно профессионально проводить политику, и мне кажется, в следующем году можно сделать большой рывок. Что касается привлеченных вот этих прямых частных инвестиций, в соцсетях кто-то задавался
вопросом, что здесь не может ли быть здесь ошибки, не является ли здесь совмещение тех средств, которые переводят наши соотечественники из-за рубежа. На самом деле нет, это разные вещи. Есть понятие прямые частные инвестиции, есть понятие перевода через банковскую систему со стороны наших соотечественников. Они, конечно же, тоже являются драйвером развития нашей экономики. И благодаря этому наша экономика в ее нынешнем вот таком состоянии, она как-то развивается. На самом деле в области экономики надо проделать очень большую работу, здесь очень много недостатков, и есть определенные предложения, о которых, я думаю, мы в следующих эфирах еще поговорим с вами. Есть определенные видения, есть у нас очень компетентные молодые ребята, специалисты, есть компетентные специалисты, которые имеют большой багаж знаний, проработав в государственной системе, в частных структурах, либо комбинированный у них опыт. И вот, конечно же, здесь надо проводить последовательную работу совершенно на новых принципах, потому что последние 30 лет показали, что мы так и не смогли вырваться из теневой экономики, которая, к сожалению, подавляет очень многие вещи, очень многие направления, связанные с устойчивым социально-экономическим развитием. Мы в период пандемии проделали очень большую работу, причем где-то возникшую неожиданно. Здесь и департамент по экономической дипломатии сосредоточился на привлечении дополнительных грантовых средств, и мы оказывали содействие Министерству финансов в привлечении кредитных средств для покрытия бюджетных расходов и выпадений из бюджета. Очень большая работа у нас связана с покрытием нашего государственного долга. И здесь мы делали акцент не только над тем, чтобы сделать пролонгацию до конца года по выплате этого государственного долга, либо еще пролонгация на 1 год. Но мы также создали специальную группу МИД совместно с Минфином, которая занималась вопросами реструктуризации государственного долга, его конверсии в различные проекты. И здесь я хочу сказать, что была проделана качественная работа, есть наработки, есть предложения, которые необходимо очень последовательно продвигать в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы старались действовать также на опережение, продуманно, взвешенно, и здесь, безусловно, большой акцент делался на развитии наших двусторонних отношений с нашими партнерами, с нашими союзниками, с международными организациями. Со всеми мы выстраивали партнерские отношения, мы проводили в первую очередь взвешенную, последовательную внешнюю политику, основанную на государственных интересах. Это самое главное, это был приоритет. Внешняя политика является логическим продолжением внутренней политики и отражает те базисные интересы, которые имеются у любого государства. Мы выстраивали последовательно наши близкие союзнические стратегические отношения с Российской Федерацией. В прошлом году состоялся государственный визит президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, в Кыргызскую республику. Это был исторически значимый визит. В рамках этого визита мы, стороны, договорились о проведении перекрестного года Кыргызской республики в России, Российской Федерации в Кыргызской республике в 2020 году. Эта работа, она идет. Более того, были заключены различные контракты, соглашения, впервые в истории двусторонних отношений, на сумму с общим бюджетом более 6 миллиардов долларов США. Такого не было еще в истории наших отношений. Вообще, в прошлом году мы
сделали несколько рекордов именно по экономической дипломатии. Это было особое достижение нашего правительства, где, конечно же, большую роль МИД пытался осуществлять для того, чтобы подталкивать все наши отраслевые министерства и ведомства вперед в продвижении наших отношений с другими государствами. Также у нас состоялся государственный визит председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня в Кыргызскую республику. В рамках этого государственного визита были достигнуты ряд соглашений, среди которых выделение 1,5 миллиарда юаней в качестве грантовых средств для Кыргызской республики на реализацию инфраструктурных проектов. Это тоже очень большой объем, проделана очень качественная работа. Более того, был проведен бизнес-форум, в рамках которого стороны подписали контракты на сумму более 7 миллиардов долларов США. Также в прошлом году состоялся исторически значимый визит президента Кыргызской республики в Германию. Были заключены контракты, причем он отличился тем, что помимо официальной части визита был подготовлен в качестве дополнительной программы бизнес-форум на территории города Мюнхен в Баварии. Это произошло впервые, туда приехали и наши бизнесмены, и приняли участие крупные немецкие компании, руководители этих компаний, представители этих компаний. И были заключены контракты на сумму более 1 миллиарда евро. Конечно же, некоторые контракты еще остаются на бумаге, но некоторые контракты и соглашения, они уже реализовываются на сегодняшний день. В частности, корпорация Schmidt, она производит на территории Кыргызской республики очень качественные солнечные батареи, которые экспортируют в страны Европы, в другие страны. У них также есть совместно с их партнерами, инвесторами проект по созданию технопарка. Здесь у них возникли вопросы со стороны Кыргызской республики, связанные с предоставлением электроэнергии. На сегодняшний день эти переговоры идут. Очень надеюсь, что будет принято положительное решение для открытия этого технологического парка. Также у них есть проект по созданию агрокомплекса, сельскохозяйственная переработка продукции. И это очень большие инвестиции, которые Кыргызская республика планирует реализовать с Германией, совместно с Германией. У нас большие достижения были с Индией. Впервые между двумя странами мы подписали соглашение и вывели наши отношения на новый уровень стратегического партнерства. Также были подписаны ряд соглашений, среди которых выделение 200 миллионов долларов США в качестве льготного кредита для кредитования нашего частного бизнеса, для кредитования наших бизнесменов в вопросах продвижения двусторонних отношений. Вот это соглашение, оно на сегодняшний день прорабатывается по линии нашего Министерства финансов. Надеюсь, что переговоры будут успешно завершены. Мы также в прошлом году провели официальный визит президента Монголии в Кыргызскую республику. Во время этого визита состоялось открытие посольства Монголии в Кыргызской республике. Также в этом году мы открыли посольство Венгрии. Это очень значимые события на самом деле. Благодаря посольствам, во-первых, повышается имидж страны, повышаются качественно отношения между странами. Благодаря дипломатическим миссиям прорабатывается очень большой комплекс вопросов. Поэтому, безусловно, это большое достижение со стороны нашего Министерства иностранных дел. В этом году состоялся исторически значимый визит президента Кыргызской республики в Венгрию. Стороны заключили большой пакет документов, среди которых договоренность о создании Кыргызско-венгерского фонда. И в рамках этого фонда будут финансироваться
проекты, частные проекты, которые будут предоставляться со стороны нашего бизнес-сообщества. Это не кредит, это полностью инвестиционные средства, которые венгерская сторона готова вложить. И договоренность достигнута о выделении 50 миллионов долларов США в этот фонд. В случае его успешного становления, в случае его успешной работы, венгерская сторона сообщила о готовности дополнительного выделения средств и привлечения средств со стороны своих соседей. Поэтому это очень будет большой финансовый институт на территории Кыргызской Республики. Здесь, конечно же, необходимо очень тщательно, в очень короткие сроки, соответствующим нашим министерствам и ведомствам завершить переговоры. Осталось завершить разработку положения о данном фонде, его принять, и после этого начнется работа этого фонда. Мы достигли нового уровня в отношениях с Кореей. У нас впервые в истории двусторонних отношений с официальным визитом приехал премьер-министр Кореи в прошлом году. Мы провели бизнес-форум. С премьер-министром Кореи приехала очень солидная бизнес-делегация, которая встретилась с нашим бизнес-сообществом. Они заключили контракты, проговорили те направления перспективные, которые есть в двусторонних наших отношениях. И эта работа на сегодняшний день ведется. Помимо этого, мы проводили серьезную работу в направлении наших соседей. Это наш приоритет, это наши ближайшие народы, это наши родственные народы, братья, с которыми мы выстраивали последовательно дружеские отношения со всеми странами, без исключения. И здесь не только мы продвигали двусторонние отношения, но и двигались в многостороннем формате. Причем не только в рамках самой Центральной Азии. Планировалось проведение третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Кыргызской Республике в этом году. В связи с пандемией он перенесен на начало следующего года. Подготовлен серьезный пакет документов. Здесь все страны Центральной Азии объединились, и мы смогли качественно подойти к этим вопросам. Также готовился в этом году впервые в истории Центральной Азии, в истории Кыргызской Республики большой экономический форум вместе с Европейским Союзом. И впервые между двумя регионами, Европейским Союзом и Центральной Азией, мы планировали провести большой экономический форум на территории Кыргызской Республики. В связи с пандемией это мероприятие перенесено на начало следующего года. Надеюсь, что наше правительство сможет довести до логического завершения этот проект. Он, безусловно, принесет очень много хороших проектов, инвестиционных проектов на территорию не только Кыргызской Республики, но и в Центральную Азию. Мы в прошлом году парафировали новое соглашение об углубленном сотрудничестве и партнерстве между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Остался один шаг, это подписать этот документ. Работа ведется со стороны нашего правительства. Мы выходим на новый уровень взаимодействия с Европейским Союзом. Вы знаете, что в прошлом году Европейский Союз принял стратегию Европейского Союза для Центральной Азии. Это большой объемный документ, который направлен и еще раз свидетельствует о том, что значимость Центральной Азии, геоэкономическая, геополитическая, она растет на евразийском пространстве. И здесь очень важно нашим странам, всем странам Центральной Азии объединиться и двигаться вместе. На самом деле направлений, которые мы смогли реализовать за эти 2 года, их очень много. Мы значительно продвинулись, открыли новые страницы комплексного взаимодействия с арабским миром, со странами Юго-Восточной Азии. И здесь в числе этих стран можно выделить и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовскую Аравию, и Кувейт, и Катар. И в Юго-Восточной Азии это и Япония, и Корея,
и другие страны этих регионов. Здесь мы по каждому направлению уделяли пристальное внимание, проводили анализ, согласование с компетентными министерствами и ведомствами и последовательно продвигались вперед. Я, в принципе, хотел бы очень широко описать ту работу, которую мы провели по линии нашего председательствования в 3 крупных организациях, но в связи с ограниченностью во времени я единственное могу сказать, что мы успешно провели наше председательствование в Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году, в Организации договора коллективной безопасности, в Тюркском совете. В каждой организации были достигнуты качественные, хорошие результаты. В частности, вот в Тюркском совете у нас произошли качественные сдвиги. Количество стран, членов этой организации увеличилось. К нам присоединился Узбекистан. Более того, в качестве наблюдателя вошла Венгрия. Эта организация стала более объемной, более комплексной, и ее значимость также усилилась благодаря вступлению наших братских стран. Мы также проводили большую работу в направлении сотрудничества со структурами ООН. Все организации системы Организации Объединенных Наций — это наши надежные партнеры, которые на протяжении последних 29 лет последовательно оказывают содействие Кыргызской Республике в устойчивом социально-экономическом развитии. Мы за это им благодарны и очень надеемся на то, что это партнерство, тесное партнерство и выгодное, взаимовыгодное, эффективное, оно будет продолжено. В целом, дорогие друзья, я хотел бы остановиться на описании вот этих достижений. В принципе, можно было бы также еще более детально рассказать о конкретных направлениях, где мы достигли значительных результатов. Часть информации, она оперативно доводилась до сведения нашей общественности по линии социальных сетей, по линии пресс-релизов, которые выпускало Министерство иностранных дел. Я по итогам нашего сегодняшнего прямого эфира сделаю очень глубокий анализ, соберу, объединю все вопросы, которые сегодня поступили в мой адрес от вас, мои дорогие друзья, уважаемые соотечественники. И в рамках следующих эфиров я постараюсь ответить на эти вопросы. И я еще хотел бы отдельно выразить благодарность вам, дорогие друзья, за то, что в течение последнего месяца мы с вами активно консультировались. Я проводил с некоторыми из вас встречи. Поступило очень много интересных, перспективных предложений, которые, безусловно, мы должны с вами продолжить обсуждать. И очень важно достичь той фазы, когда мы сможем их реализовать. И самое главное, по итогам вот всех этих встреч я пришел к выводу о том, что необходимо создать общественное движение. В ближайшее время о целях этого общественного движения я сообщу дополнительно, и буду рад с вами, со всеми, обсуждать направления взаимодействия, направления сотрудничества, усилия, где необходимо будет предпринимать в развитии нашей с вами любимой страны, нашей Кыргызской Республики. У нас есть все возможности, есть ресурсы. Самый главный драйвер любого развития страны — это население этой страны. Это вы. И пообщавшись непосредственно с вами,
И видя большой потенциал наших граждан, я больше чем уверен, нас ждет хорошее будущее, нас ждет развитие, мы это сможем сделать. И на этом я хотел бы завершить свой прямой эфир, поблагодарить всех вас за внимание, пожелать всем вам успехов, до новых встреч, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.